Война. Еще не слышимый, но уже предчувствуемый грохот разрывающихся снарядов. Взрывы гранат и лязг танков заставили сотни людей, которые не имели непосредственного отношения к военной службе, взять в руки оружие. С 14 августа кровавое колесо грузинского агрессора закрутилось во всех захваченных регионах и населенных пунктах Абхазии, совершая чудовищные злодеяния, жертвами которых становились мирные граждане. На второй день войны, 15 августа, по зову сердца на помощь Абхазии пришли более 2000 добровольцев. Война застигла абхазский народ врасплох. Появление добровольцев укрепило дух абхазской армии, которая только начинала формироваться. Один из легендарных воинов, сложивший голову за свободу Апсны, командир боевой группы «Кабарда», герой Абхазии Владимир Карданов, которого все назвали Гена. К началу войны в доме Кардановых росли двое малолетних детей. Мальчику был год и 6 месяцев, а дочке всего 3 месяца. Я женат. Женат и двое детей у меня. А как их зовут? Золотое моя Азамат и Жанета, там, дочка. Жанетта, да, дочка? Жанета, дочка, сын Азамат. Ты по них скучаешь? Конечно, скучаю. А что там? Война кончится, потом поедем, увидим. Пойдем, брошь их наверх, что... Как говорится, я уже 5 месяц здесь, я их уже не видел. Скучаю, но у нас времени нету, и них скучать. У нас времени умереть тоже нету. Да. Надо воевать. Надо воевать. Историческая хроника – это бесценные свидетельства войны. А эти кадры сняты сотрудниками абхазского телевидения, журналистом Ириной Агарба и оператором Гарри Ареставо. По словам Ирины Шотовны, это был их первый полноценный материал о добровольцах. Она, как сегодня, помнит день съемок, которые проходили в Гудауте у здания оперативного штаба Конфедерации горских народов Кавказа. Я в то время не понимала, что вот работа в этом направлении, вот именно с добровольцами, будет вот не просто интересная, настолько востребованная и нужная, не понимала. И поэтому, когда мне удалось записать вот ребят, вы понимаете, что профессиональный журналист, наверное, может быть, спрашивал бы, даже другие вопросы задавал бы, да? А у меня вопросы были очень человеческие, простые, эмоциональные. И группа сформировалась незадолго до наших съемок, но видно было, что там уже сложилась своя атмосфера. Там было внутри вот столько теплых эмоций, таких хороших взаимоотношений. Ребята-то приехали вообще из разных районов Кабардино-Балкарии. Друг друга, скорее всего, мало кто там знал хорошо, но они уже были как бы охвачены одной волной. Поэтому во время съемок я обнаружила, что у группы, которая там собралась, вот какая-то была особая симпатия вот именно к Гене Карданову. Да? Он был похоже, уже их лидером, да, и Гена плохо владел русским языком и постоянно общался с ребятами на родном кабардинском, и его какие-то там вынужденные переходы на русский язык, это вызывало столько восторга у пацанов. Но это же были пацаны, да, вот они смеялись все время, Гена, когда пытался, бедный, заговорить на русском языке, и тут еще я ему задаю на русском, и не совсем, по-моему, даже понимал, что это за вопросы я ему задаю, и тяжело говорил, и потому много жестикулировал, но как раз-таки эти жесты позволяли вот увидеть, какая могучая сила сидит в этом человеке. И мы их увидели, абсолютно молодые, здоровые парни, светлые. Душой это отражалось на их лицах. Конечно, это воодушевляет, вдохновляет, когда тебя кто-то еще поддерживает. То есть мы поняли, что мы не совсем одни. Мы и до начала войны как-то надеялись, что в случае чего-то, вот поэтому и была создана Конфедерация горских народов Кавказа. Вот, и как-то меня вот до войны кто-то спросил, один грузин, как ты думаешь, вот он газету читал, вот может быть война, что потом тогда будет? Я говорю, к нам придут на помощь. Мы же вот как бы снимали и знали, что происходит, вот, чем занимается конфедерация. Там, то есть это чувствовалось, это напряжение, что это может произойти. Вот, и были тесные контакты с республиками Северного Кавказа.
Я ему сразу сказал, к нам придут на помощь, мы одни не останемся. Вот. И когда я это увидел, на самом деле, конечно, настроение это приподняло. На этих кадрах и герой Абхазии Аскер Загоев, мужественный, храбрый человек с трезвым умом стратега. Жизнь Аскера оборвалась в июне 1993 года в районе села Ажара. Он находился в сбитом вертолете. Юмор и всякие вещи, это было не про него, это было видно. Это был очень серьезный человек, очень аристократичный, очень сдержанный, думающий, мыслящий, не быстрый, а вот очень основательный. Вот такой он был человек, и понятно, что ребята его стеснялись, больше можно так сказать. И юный Мухаммед Каскулов воевал в легендарной группе «Кабарда» под командованием героя Абхазии Гены Карданова. А Муха, а ты очень молодой, в общем. Ну как у тебя с этим? Не собираешься жениться? Времени нету жениться. И невесты нету. Невесты тоже нет. Тоже нету. Да, проблемы. После войны обязательно. Сколько тебе лет? Мне 21. На самом деле Мухаммеду Каскулову на этих кадрах не 21, а 19. Скрыв свой возраст, он вместе с кабардинскими добровольцами приехал на помощь Абхазии во время Отечественной войны. Муха – так называли его друзья. Романтик с обостренным чувством справедливости, бесстрашный воин, готовый к самопожертвованию. Таким он остался в памяти своих друзей. У Мухаммеда был близкий друг Зубер Дышеков, который погиб в Меркульском наступлении. Во время войны про Зубера написал песню Роберт Амальчиев, который тоже сложил голову за свободу Апсны. В архиве абхазского телевидения есть кадры, которые были сделаны перед предстоящим январским наступлением 1993 года. В кругу боевых товарищей Мухаммед исполнил ту самую песню о Зубере Дышекове. Это было, наверное, не так профессионально, но это было настолько тихо и эмоционально, что и он тогда юный, красивый и так далее, это в военной форме это производило и произвело очень большое впечатление. А вечером после съемок у штаба Конфедерации горских народов Кавказа группа Карданова была приглашена в семью Тенгиза Трапш. Тогда и состоялся вечер знакомств с ребятами. Радушный прием в духе Апсора, застолья и, конечно же, песни и танцы. Я помню, что в двухэтажном доме на первом этаже невысокий абсолютно потолок, и там собралось огромное количество вот этих ребят, большое количество для вот такой гостиной. Гарика попросили, чтобы все, что там будет происходить, ребята перед тем, как должны были пойти на позицию, они хотели посидеть, да, и вот эта абхазская семья все это организовала. И все вот это Гарри заснял на кассету, несмотря на то, что там свет плохой и прочее. Он поработал очень хорошо. И фрагменты вот этого материала мы потом очень часто и во время войны, и после войны в целом ряде передач вот показывали, где ребята поют, танцуют. То есть они умеют все, они такие живые, веселые, романтичные и так далее. И не было вот никакого страха, может, в душе это было, но по их поведению невозможно было сказать, что, боже мой, они же приняли такое важное судьбоносное решение, да, ты сегодня, да, там под гитару поешь, веселишься, танцуешь, а завтра непонятно, вернешься ли ты
с поля боя. Другая была абсолютно вот энергетика. И вот одной волной мы все были охвачены, и это было замечательно. И материалы, которые вот так вот рождались, вначале я даже не знала, что я, работая в штабе, поняла, что нужна специальная передача. Но название пришло позже. «Вместе через беду», так называлась эта передача. Это была субботняя программа. Военный архив АГТРК очень богат. Здесь есть кадры инородного героя Хамзата Ханкарова, которому с самой судьбой было предназначено ввести людей за собой. Он был прирожденным лидером, умел заражать идеей свободы, которой горел сам. Кавказцы всегда считали самой достойной смерти для мужчины, это было и раньше, это смерть в бою, это смерть тем более за свободу своей земли. Война продолжается, и я надеюсь, что с помощью Всевышнего в первую очередь все свои замыслы возлагаем на него, и мы будем стараться, и я думаю, что абсолютно убежден, что победа будет за нами. Во время Отечественной войны народу Абхазии Хамзат Ханкаров показал себя не только как бесстрашный воин. Вместе с чеченским бардом имамом Алим Султановым он исполнял военные песни собственного сочинения. В них боль за судьбу нашей Родины, память о павших героях и обращение к будущим поколениям. Песня «Вставайте, вставайте, Кавказа, сыны» стала гимном, а серия военно-патриотических произведений вызвала у людей яркий эмоциональный отклик. Они стали по-настоящему народными, их пели на фронте и в тылу, везде, где бились за свободу. А эти военные кадры были сняты журналистом Ириной Агарба и оператором Мизаном Ломия в 1993 году в доме отдыха «Армения» в Гагре. Мы договорились, что мы приедем там, где находился батальон, вот в котором он тоже, значит, служил, и он согласился. Мы приехали, наверное, вот где-то к вечеру, после обеда где-то было, к вечеру приехали. Мы его ждали до часу ночи. Потом сказали, что он находится у Владислава Григорьевича, там идет совещание, и Хамзат принимал участие в этом совещании. Понятно, что решали важнейшие, актуальные вопросы, связанные с войной. Да, и он, уставший с ребятами некоторыми еще, вернулся туда. И мне, правда, было совестно сейчас вот настаивать на том, чтобы вот сейчас он сел и начал там петь под гитару для того, чтобы мы его записали. Но он, правда, нас пощадил, он понял, сколько времени мы его тут прождали, да, и он согласился. И вот ребята там садятся под своим флагом, этот батальон чеченский, да, и начинают петь. Сразу же он смог создать атмосферу, когда возможно было его слушать, ему петь, а этим ребятам ему подпевать. Снимали все очень тяжело. Я помню, Мизан иногда раздражался, снимали одной камерой. Там один молодой человек, в этом батальоне были еще люди разных национальностей, вот местные, да, я помню, парень армянин, насколько я помню, он был ранен и на костылях, и они все время у него падали. И Мизан нервничает, как мы потом это будем показывать, и невозможно записать, они мешают, они шумят там, и так далее. Я не знаю, Мизан это помнит или нет, но я помню, он раздражался. Да, и вот все вот его замечательные песни вот в тот вечер, ночью, они прозвучали. Пообщаться с группой чеченцев и лично познакомиться с Хамзатом Ханкаровым удалось и Гарри Аристава. Когда прибыла чеченская группа, и я их увидел, это все здоровые, крепкие ребята, вот такие, там ты воодушевляешься просто в один миг, то есть очень внушительный вид, бойцовский такой. И у них есть такие свои танцы, это боевой какой-то клич, может быть, я сейчас могу ошибаться, они так перед какими-то событиями бегают в кружок. И они этот ритуал совершили. А потом, я помню, мы их снимали в расположении, где они находились
по-моему, Блабрухова. Перед какой-то операцией они находились вот там и готовились к этой операции. Одним из лидеров чеченцев на войне в Абхазии был молодой и никому еще неизвестный полевой командир Шамиль Басаев. При одном упоминании его имени с фронта уходили целые грузинские части. В архиве абхазского телевидения есть фрагмент, где Басаев дает оценку мартовскому наступлению, трагичной военной операции в истории Отечественной войны народа Абхазии. Было дано сообщение, в общем, исходящее от вас, и там, насколько я поняла, содержалась ваша оценка событиям, которые недавно произошли. Вы говорили о том, что это не поражение абхазской армии, это сокрушительный удар, наоборот, по грузинским войскам. Но я хотела бы сегодня услышать от вас более подробное определение. Действительно, так сказал, потому что так считаю. Хотя бы взять то, что, как раскричался тот же господин Шеварднадзе, там агрессия России, там все прочее, всеобщая мобилизация, там форму военную одел, там бегает, орет. Это была очень большая паника. Так на лицо это не видно было, но это чувствовалась очень большая паника. И это говорит об очень большой слабости всего грузинского руководства. В таком настроении находились все, что вот выходит в эфир, что-то позитивное говорит, вот просто как-то все было некорректно. Во время мартовского наступления в Абхазии не было его, Басаева. Он вернулся, и я попросилась, значит, на интервью. Приехала, он согласился. У меня потом украли эту кассету с его материалом, и поэтому у меня не все. Осталось только то, что я успела быстренько дать в эфир, и потом я выехала на Северный Кавказ. Вот эти кассеты были со мной, и у меня украли. Басаев особая тема, понятно. История, которая с ним случилась после его абхазского этапа, она абсолютно другая. Мы в эту историю не вмешиваемся. Да, но замалчивать его вклад в нашу войну, в нашу победу, ну, мы можем на этом этапе замолчать. Но все равно будет время, когда история вытащит эту фигуру. Еще одно интервью добровольца из Чечни записал журналист Даур Инапшба. Абхазский народ маленький, 100 тысяч человек. Народ маленький. Зато за ним стоит дух очень большой. Тот дух стоит за ним, который еще не может понять этот мир, до чего может докатиться это все. А если у него дух большой, то он проигрыша не бывает. Тело можно убить, а дух его, он вечный будет. Сегодня такой момент настал в этом мире. Сегодня это единственный наш момент. Вот когда ты в обрыв падаешь, вот тело твое висит над обрывом, и волос держит твое все тело, чтобы ты туда не упал. Если мы сейчас вспомним, что это Кавказ, что мы один отец Кавказа, мы его дети, этот волос станет как булат крепкий будет, и мы спасем себя. Если мы вот так разобежимся, этот волос порвется, этот волос. И гибель наша настала. Это наш шанс, вот этот, Всевышний дал нам шанс. Мы вот в этих горах кавказских, вот как волк есть, волк, вот он цепляется за скалы вот свои. Вот мясо вот это с костей все срежут наше, все мясо уберут с костей. Наши кости вот так в эти скалы встанут вот так вот, вцепятся в эти скалы и будут звать Всевышнего, чтобы он помог этому Кавказу стать опять Кавказом. ويا تشيني باش يسرح شيخ شزو صوب يرى شتاب جدقن كافكاز اجلر بر كونفدراسيا شتاب بدو تاكلاك جيغن وبراد دقن وبراند اشتاب نوس زواز حبس وتبحث شعر برشا يساب جرجيت ابرياو ويا بدر ويشتفاجا يحو حبها وبري ناكر شنوب واحد كشيت انايس امشنا خكوك حسان وبراح نبان وبراقا انترفيو سيتي اياش زحن درا ورتاغوب كو قبردا كوروما دغ كوروما تشين شروما رز جزج رغوب كرقنا ايديولوج شرمن
аидеологцәа. Убри арԥыс ачечениа еибашьҩы сара интервиу змысхуаз убри аҽны, убригь дидеологым уҳәартә дыҟан. Иара аҵарадырра бзиа иман, идыруан аибашьрақәа рҭоурых, амилаҭқәа рҭоурых, убырҭқәа зегьы ихы иархәаны ауп аинтервиу ансиҭоз, убысҟан ицәажәара ҵакыс иамаз, усҟантәи ицәажәара аиаша азыҳәан зегьы иргәаԥхеит, изыргәаԥхаз иара иԥшӡаны дахьцәажәоз азыҳәан акәӡамызт, иара ииҳәоз зегьы иашан. Среди добровольцев, которые встали на защиту абхазского народа, видную роль сыграли осетины. Все они, как один, забыв про смертельную опасность, боролись за общую победу над врагом. Среди них был Руслан по прозвищу Хан, который погиб в 1993 году. Ну, прозвище это еще из школы, когда историю изучали, татаро-монгольское имя. И там чуть маленький конфуз получился у меня, у доски. Я попутал Хана Мамая с Чингисханом. И вот с тех пор и пошло. Ребята стояли перед выбором. Ну, каждый из них, значит, у кого свадьба, у кого учеба, у кого родители, больные и так далее. Но они выбрали все-таки Абхазию, выбрали войну. Почему? Ну как почему? Мы же все кавказцы. Конечно, каждый, кто идет на войну, он всегда имеет в уме то, что он может погибнуть. Ну, во-первых, если ты знаешь, что пусть даже, не дай бог, кто-то погибнет, я или мои друзья, не дай бог, я еще раз говорю, то мы погибнем как люди. Ну, как люди на самом деле. Мы сюда пришли воевать не за деньги. Хотя я знаю, многие так думают. Я на той стороне, что мы наемники. Мы не наемники. Мы добровольцы. Человек, который пришел в Абхазию в то время, это понятно, это настоящие смельчаки, это очень мужественные люди. Это вот люди пассионарного такого типа. Обычно эта пассионарность и прочие вещи, они не особенно, может быть, зависят от уровня образования и так далее. Но когда они вместе, это тем более удивительное явление, да? Но очень интеллектуальный парень. Вот мы там присели где-то у какого-то забора и начали общаться. Руслан по прозвищу Хан, вот как чуть ли не стихотворение получается, мы его записали, но это было уже, может быть, даже в начале сентября, это можно уточнить, но это было ближе к осени, и после этого он жил абсолютно недолго, очень мало, и как раз в сентябрьском наступлении он погиб. Потом ребята рассказывали, что долго не могли найти его тело, его унесла Гумиста, но потом все же нашли. И, насколько я помню, он был единственным сыном своих родителей, своей мамы. Эта война была не просто за захват территорий, а полное уничтожение народа и нации. Так в одном из своих интервью сказал герой Абхазии, командир Гагарского оборонительного рубежа Мухаммед Килба. Вы, вот настолько я понимаю, сейчас живете исключительно нашими проблемами. Что для вас Абхазия? Абхазия – это в первую очередь земля моих предков. Наши предки все вышли отсюда, с Гудаутского района, под Псху, там селения были. В частности, мой аул одним из последних перешел через тот Кавказский хребет, и мы оказались в Карачаево-Черкесии. Для меня также это моя родная земля, так считаю. Всю жизнь мечтал здесь быть, но волей судьбы так получилось, что только в войну я смог через перевалы прийти сюда. Вот ребята из вашей роты очень любят, в общем, своего командира, и причем каждый из них говорил, что вот особенно привлекает ваш профессионализм и так далее. Вот скажите, каков сейчас эмоциональный, душевный настрой ваших воинов? Очень крепкий. В принципе, унывать им не за что, как говорится. Ребята все молодые, в основном они прошли через Афганистан многие, через подрывный спецназ. Отбор у нас был очень прекрасный. В принципе, настрой у них очень-очень боевой. Оптимистично на все эти вопросы смотрят, в победу верят все до единого. Сказать, что на 99%, что завтра мы победим, может быть, это тоже нереально будет, но в конечном итоге, что эта война, она справедливая. Он рассуждал очень профессионально.
профессионально. Он не эмоционально, хотя вот эмоционально тоже тогда составляющая для нас была важна, очень профессионально, очень уверенно, он говорил очень убедительно. И важно то, что он, командир был хороший. Вот я помню его Абазинский, вот отряд или батальон, которым он командовал, всегда вот в каком-то боевом настроении, такой строгий режим, строгий порядок и так далее. В общем-то, все там было организовано по-военному. Еще один герой нашей передачи – Лев Любченко. Поэт до начала грузино-абхазской войны не был широко известен. Он изредка печатался в газетных и литературных журналах. Трагические события августа 1992 года коренным образом изменили творческую направленность Любченко. С первых же дней войны он занял четкую гражданскую позицию, которую выражал на бумаге. Песни на стихи Льва Любченко в исполнении чеченского барда имама Алим Султанова стали популярными на фронте. Имам Алим Султанов приезжает, ему кто-то показывает эти стихи, он сразу же подбирает музыку, вокруг него собирается огромное количество добровольцев и наших местных ополченцев, и они слушают его, и все это появляется на экране абхазского телевидения. Это было такое исполнение, которое вот я поняла, что я уже другая. Вот я послушала, я уже другая. И я поняла, что какая бы опасность нам не угрожала, мы все равно выстоим. То есть вот я сильно окрепла после того, как послушала его. Я думаю, что на многих он оказал вот такое очень большое влияние. Абхазы, абхазы, вас мало! Нечестный, неправедный бой! Но танк не страшнее кинжала! Когда твои братья с тобой? Но танк не страшнее кинжала, когда твои братья с тобой. Абхазы, абхазы, вы правы. Не вы начинали войну, не вы ради кресла и славы вторгались в чужую страну. У каждого из этих людей, которые по зову сердца прибыли на помощь абхазской армии во время Отечественной войны 1992-1993 годов, своя история. Но всех их объединяло одно – отвага, решимость, горячее желание помочь выжить абхазскому народу, народу, не желавшему никакой войны. Перевалы, горы, водопад и наперерез твой автомат. Дома ждут тебя родные, брат, но ты Абхазии защитник, ты солдат. Вот атака, взрывы, зов вперед. За тобой Абхазия и твой народ. И готов отдать ты жизнь свою в честном и ответственном бою, преодолевая все. И кровь, и пот. Защищали вы страну и шли вперед. И в строю вы думали тогда, чтоб цвела Абхазия всегда. Имена и фамилии добровольцев, сложивших голову за свободу и независимость Абсны, навсегда останутся в истории абхазского народа, а их подвиг будут свято чтить и передавать из поколения в поколение. Сария Кварцхеля, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.